Тем временем в селе Серегово Книжпоговского района чуть ли не кризис власти. Противостоят глава села и местные общественники. Те написали письмо-претензию к сельскому главе Татьяне Каракчиевой, что вызвало бурные дискуссии. К ним подключились даже депутаты местного совета. Напомним, ранее к главе Коми обратились местные жители. Люди описали недовольство работой руководителя поселения. Указали, в частности, что муниципалитет не спешит решать вопросы освещения улиц и уборки дорог от снега. Под документом поставили подписи 76 человек. Наша съемочная группа выехала в Серегово, чтобы на месте выяснить, кто прав в этом споре. Павел Королев продолжит. Пришли высказать свое мнение. Кроме мнения депутатов, существует мнение еще людей. Глава выгоняет их отсюда. Встреча, инициированная Татьяной Каракчиевой, главой сельского поселения Серегово, с местными депутатами как-то сразу не задалась. Помимо народных избранников к разговору по душам, хотели было подключиться и местные жители, но сразу не вышло. Из зала попросили удалиться лишних, мол, говорить будем только с депутатами. И только после вмешательства одного из них местные активисты все же смогли остаться на переговорах. Те еще раз поведали, что в Серегово есть проблемы с очисткой дорог, с уличным освещением. Однако со многими доводами сельчан глава поселения оказалась не согласна, а обращение к главе Коми с жалобами на ее некачественную работу назвала надуманным документом. По ее словам, подписи под обращением были добыты обманом, мол, жаловаться сереговцам не на что. Несмотря на то, что бюджет села до сих пор не принят, дороги в селе очищены, да и свет на улицах горит. Здесь нас ущемляют и делают все возможное, чтобы у нас не чистились дороги, чтобы у нас не горел свет. Но однако же у нас с 1 января и по сей день горит свет. Выходят из строя осветительные приборы, местные жители собираются, приобретают, ведем замену осветительных приборов. Расчистку снега осуществляет тот предприниматель, который в прошлом году работал. И все же сельчане остались при своем. Некоторые и вовсе утверждали, что здешние дороги были почищены как раз в канун приезда нашей съемочной группы. А днем ранее в селе была совсем другая картина. Вот, снимается видео, как идет, еле-еле тащит флягу. Переулок Космартова. Дорога не чищена. Соцработнику вообще никак. Еле-еле тащу флягу с водой. Вот здесь, там в районе, находится колодец. С этого колодца дочь моя, она работает соцработником, возит воду к бабушкам. Это вот просто-напросто показуха. То, что сейчас почищены дороги, это показуха. А вот я немножко, погодя до этого, как не почистили, вот засняла вот эти вот снимки. На состояние дорог сетует и Манефа Шергина. По ее словам, в январе ее соседу пришлось на санках тащить больного отца до машины скорой помощи. Мол, медики не смогли добраться до больного, боялись увязнуть в снегу. Не чистится. Раз в неделю, если вычистят, все. Бедные мне соцработников жалко, девочек. Таскают фляги такие то сюда, то сюда. Вот мы вдвоем здесь. Вот третья пенсионерка. Здесь тоже пенсионер-инвалид с детства. Там горелое место, вот, ну еще покажу вам. И так и ничего не чистится. С освещением очень плохо. Вот, видите, висит, болтается лампочка. Там 3 лампочки, еще 2, тоже не горят. Что любопытно, есть среди местных жителей и те, кто смотрит на работу местных властей менее критично. Их не смущает качество уборки здешних дорог, да и на улицах для них, пусть даже не очень светло, но вполне терпимо. Я считаю, чистят дороги. Не скажешь, не чистят. Нормально чистят. Тут это... Так что многие-то не слушайте. Чистят. А так в целом свет есть? Есть, конечно. Конечно, есть. Как же? Вечером включают они часов 6, по-моему. Утром до 8 часов горит свет. На ночь включают. Днем выключают. Вообще культурно, я бы сказала. Меж тем, надолго ли в Серегово будет вот так культурно, никто из сельчан не знает. Здесь до сих пор не принят местный бюджет, хотя уже 2 месяца муниципалитет должен был жить по новому финансовому документу. Откуда тогда деньги на очистку дорог и освещение улиц, недоумевают некоторые депутаты. Давайте будем осуждать. А то, что говорить, мы это не примем бюджет, это очень просто. И потом у меня еще существует вопрос. Они говорят, на экономные деньги дороги чистят, да, свет до сих пор горит, вот, а денег нету.
И, оказывается, и тот был бюджет очень маленьким, и сейчас его нету. Где средства берутся? Вот мне, я чисто, у меня высший, я горный инженер, объясните чисто арифметически, где вот эта сумма взялась? Сегодня в ожидании недефицитного бюджета Серегова получает из районной казны ежемесячно лишь 1/12 долю от прошлогодних сумм. В январе этого года в муниципалитет поступило 145 тысяч рублей, а в феврале 134 тысячи. Как говорится, за что боролись? Сейчас задолженность за энергоресурсы, в том числе за электроэнергию, более 200 тысяч рублей. Более того, из-за отсутствия ассигнований из-за непринятого бюджета не заключены договоры с ресурсоснабжающей организацией, отвечающей за тепло и воду, а это отопление клуба и администрации. Ну, на данный момент пока село обслуживается, свет горит, дороги чистятся, но это все будет, естественно, накапливаться долг. Как-то будем пытаться выходить с этой ситуации. В районной администрации ситуацию называют абсурдной. Выделить селу средства больше 1/12 без утвержденного бюджета закон запрещает. Из-за того, что в Серегово до сих пор не принят бюджет, село отрезано от проекта «Народный бюджет» и других финансовых операций с районом. Рано или поздно деньги на свет и чистку снега здесь попросту закончатся. И тогда Серегово вполне может погрузиться во мрак и непролазные сугробы. Тогда и выяснение отношений, кто прав, а кто во всем виноват, перестанет быть актуальным. Останется один, почти риторический вопрос: на что же жить дальше? Видимо, не случайно местные жители пожаловались письменно на Татьяну Каракчиеву. Павел Королев, Роман Боровиков, телеканал Юрган.